Здравствуйте, в эфире программа «Диалог», я ведущий Хайпин. Китайское и кыргызское отношения благополучно развиваются уже на протяжении 27 лет. Сегодня о нынешнем состоянии и о перспективе двухсторонних отношений между нашими странами мы общаемся с гостем нашей сегодняшней программы, министром иностранных дел Кыргызской республики Эрланом Пекешевичем Абдылдаевым. Здравствуйте, господин министр. Здравствуйте, господин Я ведущий. приветствую вас в нашей программе. Спасибо, что в напряженном графике пребывания вашего в Китае вы нашли время для нашей программы. Для меня это большая честь участвовать в вашей программе, господин ведущий. Господин министр, как я говорил в начале нашей программы, наши двухсторонние отношения благополучно развиваются уже на протяжении долгого периода, и самое главное, это касается почти всех направлений, и политической, экономической, гуманитарный обмен. Конечно, эти успехи не могут быть достигнуты без хорошего общения, прямого контакта глав наших государств. Ваш президент, господин Жээнбеков, вступил в должность в ноябре прошлого года. Хотелось бы узнать, когда состоится его первая встреча с нашим председателем Си Цзиньпином. Спасибо, уважаемый господин ведущий. В прошлом году, в 2017 году, 15 октября, состоялись президентские выборы, в ходе которых убедительную победу одержал господин Жээнбеков Сооронбай Шарипович, и который вступил действительно, как вы сказали, в ноябре официально в должность президента Кыргызской республики. Хотел бы отметить, что именно в своей инаугурационной речи господин Жээнбеков сказал о преемственности нашей внешней политики и о тех стратегических направлениях, в которых Китаю, Китайской Народной Республике уделено самое важное значение. И мы практически сразу же после победы господина Жээнбекова получили очень теплое поздравление от председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня. И в течение небольшого периода времени мы действительно очень активно работали над подготовкой первого государственного визита господина Жээнбекова в Китайскую Народную Республику. По договоренности двух сторон этот визит должен состояться в начале июня, и он будет проходить накануне очень тоже важного мероприятия здесь, в Китае, саммита ШОС. Поэтому я думаю, что это символично, что и двусторонняя повестка дня, и многосторонняя повестка дня будут вместе совмещены в ходе визита нашего президента. Тогда я уверен, что, господин министр, вы активно готовитесь к визиту вашего президента в Китай. Могу ли я попросить вас немного раскрыть секреты, какие темы будут обсуждаться на предстоящей встрече и какие есть у вас ожидания от этого визита? Ожидания очень высокие, и для этих ожиданий есть все основания. Наши отношения с Китайской Народной Республикой находятся сегодня, наверное, в самом лучшем состоянии за всю историю наших взаимоотношений. Они характеризуются взаимным доверием, взаимной поддержкой, взаимным пониманием. У нас очень глубокое сотрудничество в политической области. У нас очень высокая динамика двусторонних контактов на высшем и на высоком уровнях. База наших двусторонних отношений насчитывает более 200 соглашений. И, конечно же, мы в ходе предстоящего визита еще ее расширим. Хотелось бы отметить, что мы будем готовить новую декларацию. Принципиальная договоренность достигнута. Декларация двух наших президентов об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства. Мы действительно считаем, что наши отношения вышли на этот уровень, и мы в своей этой декларации закрепим эти отношения подписями двух наших президентов. Конечно же, в ходе визита будет уделяться большое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества. Сегодня Китай является первым торговым партнером по итогам 2016-2017 годов. Китай является также первым
инвесторам в экономику Кыргызстана, тоже по итогам 16-18 года. Поэтому, конечно же, я не скажу проблемы, а скажу вопросы, как дальше углублять наше сотрудничество в торгово-экономической области. Ну, конечно же, они лягут также в повестку дня переговоров наших двух лидеров. Если говорить, какие конкретные направления, конечно, это развитие торговли, это, конечно же, создание благоприятных условий для работы наших предпринимателей, бизнесменов. Это, конечно же, сотрудничество в развитии транспортной инфраструктуры, сотрудничество в горнодобывающей промышленности, сотрудничество в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. То есть повестка дня очень широкая. Конечно же, не могу не отметить, что вопросы и безопасности будут в повестке дня наших переговоров, потому что мы вместе считаем с Китайской Народной Республикой, только совместными усилиями можно обеспечить прочную стабильность и безопасность и в регионе, и на глобальном уровне. Господин министр, вы говорили, что в последние годы двухсторонние отношения между нашими странами развиваются очень благополучно и, самое главное, почти по всем направлениям. Хотел бы попросить вас, может быть, обозначить какие-то значимые проекты по этим направлениям. Какие такие проекты у нас есть? Знаете, таких проектов очень много. Они касаются как сотрудничества в области торгово-экономического взаимодействия, они касаются, конечно, нашего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Это значимые проекты, которые обеспечивают благоприятные условия для предпринимателей наших двух стран. Но прежде всего, в рамках в том числе и концепции Китая «Единый шелковый путь», «Один пояс, один путь», мы сегодня улучшаем транспортную инфраструктуру. Говоря о транспортной инфраструктуре, конечно, мы говорим об учащении, увеличении количества авиарейсов между нашими странами, о реабилитации и строительстве новых автодорог, которые соединяют наши страны. Конечно же, мы говорим о строительстве. Сегодня в повестке дня стоит вопрос о строительстве новой железной дороги, которая бы соединяла бы Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Мы сотрудничаем очень плотно в области энергетики. Мы сотрудничаем сегодня очень успешно в области горной добычи, в области IT-технологий, в области финансовых институтов. Сегодня одним из таких тоже направлений, которые выходят на первый план, становится сотрудничество в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с учетом именно того фактора, что Кыргызстан действительно имеет очень экологически чистые продукты, и мы хотели бы вместе с нашими партнерами из Китая не только производить их, но и перерабатывать и экспортировать и в Китай, и, может быть, на рынки третьих стран. То есть спектр взаимодействия у нас сегодня действительно очень хороший. Товарооборот, как я уже сказал, очень динамично развивается. И мы с оптимизмом смотрим на наши отношения с Китайской Народной Республикой. Ну, на самом деле это очень радует, что товарооборот между нашими странами неуклонно растет, и действительно это предоставляет для бизнесменов наших двух стран больше возможностей для совместной работы. Хотел бы немного сконцентрировать наше внимание в области инвестиций. Насколько сейчас в Кыргызстане создают условия для привлечения китайских инвестиций? Знаете, для нас привлечение иностранных инвестиций является очень важной составной частью работы нашего правительства и всех наших госструктур. Мы сегодня создаем очень благоприятную правовую базу, то есть соответствующие законы, соответствующие постановления правительства для того, чтобы действительно инвесторы чувствовали себя в Кыргызстане уютно и
вкладывали больше инвестиций в нашу страну. В этом плане, конечно, я бы не хотел бы, наверное, делить инвесторов из Китая или из других стран. Мы должны создать равные условия для всех инвесторов. Конечно, при этом мы особое внимание будем уделять и уделяем инвесторам из Китая, но конкуренция, на то она и конкуренция, что при создании хороших, благоприятных условий на первые роли успешными становятся те, кто более активно работает и использует передовые технологии. Ну, вы знаете, что для реализации разных проектов порой требует длительный период, годы, и поэтому в этом смысле очень важна последовательность политики. Недавно прошла у нас в средствах массовой информации новость о том, что ваш парламент выразил недоверие предыдущему составу правительства. Уже сейчас сформирован новый состав правительства. Хотелось бы от вас услышать, повлияет, не повлияет, скажем так, такое изменение на реализацию наших совместных проектов по разным направлениям. Сразу хочу успокоить наших китайских партнеров, друзей, инвесторов, бизнесменов, что изменения в составе правительства не повлияют на наши взаимоотношения. Преемственность внешнеполитического курса, она всегда была и остается в Кыргызстане. Для нас отношения с Китаем, для нас отношения с другими нашими стратегическими партнерами остаются неизменными. А что касается внешнеэкономической политики или политики по привлечению иностранных инвестиций, защиты наших инвесторов, которые прибывают к нам в Кыргызстан, то здесь мы, наоборот, будем свою работу только усиливать. Потому что мы тоже очень прекрасно понимаем, что в сегодняшнем мире нужно максимально использовать привлечение инвестиций, которые привлекаются и с капиталом, и с технологиями, и с новыми методами управления, которых, как мы понимаем, сегодня у Китая очень в достатке. Мы видим, как сегодня бурно и очень последовательно развивается Китайская Народная Республика. Господин министр, и такой завершающий вопрос в нашей сегодняшней программе. Наши двухсторонние отношения складываются очень благополучно. Как наши две страны взаимодействуют на таких многосторонних платформах, как, например, ШОС? Хочу сразу отметить, что Кыргызстан придает очень большое значение сотрудничеству в рамках ШОС. ШОС действительно уникальная организация, уникальная она тем, что в ней присутствует шанхайский дух. Что такое шанхайский дух? Это действительно взаимное доверие, это взаимная поддержка, это взаимное понимание и это принцип консенсуса, когда независимо от того, большая страна или маленькая, сильная или не очень, ее мнение полностью учитывается при принятии совместных решений. Именно этим отличается, наверное, ШОС от всех других международных и региональных организаций. Именно этим он, наверное, и притягателен для других стран. Сегодня многие страны хотят стать не только наблюдателями, не только партнерами по диалогу, но они хотят стать полноправными членами. В этом году, вы знаете, впервые пройдет саммит ШОС, вот будет и СМИТ ШОС, совещание министров иностранных дел в новом формате. 8 членов ШОС, раньше было нас 6, и мы, конечно, приветствуем участие здесь и Индии, и Пакистана. Что касается взаимодействия и Кыргызстана, и Китая в рамках международных организаций, прежде всего в ШОС, то я хотел бы отметить, что сложилось очень хорошее взаимопонимание. Мы поддерживаем инициативы друг друга, мы выступаем соавторами инициатив, потому как по многим вопросам наши позиции очень близки или полностью совпадают. И я, конечно, я хотел бы не только отметить наше взаимодействие в рамках ШОС. У нас есть такое совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которым мы также являемся, и вы, и Китай, и Кыргызстан участники. И, конечно, глобальная организация, какой является ООН. И там у нас очень тесные взаимоотношения и тесная взаимная поддержка. Поэтому мы
настроены только на то, чтобы углублять эти взаимоотношения. И я надеюсь, что такой же настрой и со стороны моих китайских партнеров. Да. Ну что ж, спасибо вам большое, господин министр, за участие в нашей программе, а вам хочу пожелать успешного визита. Большое спасибо. Хочу выразить признательность и благодарность вашей программе за ту работу, которую вы сегодня проводите, не только для граждан Китая, но и для всех, наверное, граждан других стран, которые говорят на русском языке, это раз. Ну и второе, конечно же, пользуясь случаем, я хотел бы пожелать благополучия и процветания Китайской Народной Республики, ее мудрому народу. Спасибо. Спасибо.